Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Якутия вновь на связи. Сегодня я хочу с учетом ваших комментариев под роликом о совместном путешествии с Олесем Петровичем на Ленские столбы рассказать вам легенду о Ленских столбах. Поехали! Короткая информационная справка. Национальный парк Ленские столбы. Это геологическое образование и одноименный национальный парк у нас в Якутии. Расположен он на берегу реки Лены. Находится он в Хангаласском улусе Якутии, в 104 километрах от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие-многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега реки. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 года. 6 августа 2018 Ленские столбы обрели статус национального парка России. Скальные образования, высота которых доходит до 220 метров над уровнем реки, сложены кембрийскими известняками. В тектоническом отношении Ленские столбы лежат в пределах сибирской платформы. Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируется ранним Кембрием 560-540 миллионов лет назад. Образование же Ленских столбов как формы рельефа датирует гораздо более поздним периодом, около 400 тысяч лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. Территория сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозийным выветриванием, породили столь причудливые разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами. Декабрист Бестужев-Марлинский восторженно отзывался о Ленских столбах. Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикой, но величественной природой. По территории парка протекает ручей под названием Дерин-Кюрях, недалеко от устья которого в середине 80-х годов в результате археологических раскопок обнаружили стоянку древних людей, следы доисторической деринской культуры. Ученые нашли не только орудия труда, украшения, бытовые принадлежности, но и останки древних животных – шерстистого носорога, бизона и мамонта. Существует версия, что стоянка Дерин-Кюрях – одна из древнейших в мире. Возраст стоянки, по оценкам археологов, составляет 2-3 миллиона лет до нашей эры. Есть гипотеза, что человечество зародилось одновременно в двух местах – в Якутии и в Африке. Но это предположение сразу признали несостоятельным. Если бы человек развивался сразу в двух местах, то род человека разумного развивался бы по двум индивидуальным направлениям. Но такого не произошло. Значит, прародина человечества только одна. Самая состоятельная гипотеза – это предположение, что Якутия действительно прародина человечества. Здесь множество подтверждений, от найденных первобытных орудий труда до скелета обезьяны с юга Якутии. Более того, профессором Юрием Мочановым была выдвинута гипотеза, что в период миоцена якутский климат был аналогичен экваториальному. Версия, выдвинутая учеными, была проста и логична. Если отсюда пошло великое оледенение, то здесь и должен был возникнуть первый человек, взять в руки орудия для того, чтобы выжить. На раскопках Деринга обнаружено более 4500 предметов материальной культуры древних людей, в том числе наковальни, отбойники, различные орудия, возраст которых определен в 3 миллиона лет. Датировка определена лучшими современными археологическими методами и перепроверена множество раз. Но перейдем к легенде. Сразу оговорюсь, что не являюсь я автором, а всего лишь пересказываю ее вам в своей интерпретации, чтобы поближе познакомить вас с культурой народа Саха и привнести чуточку загадочного и мистического к этому поистине потрясающему месту. Было это давным-давно. Когда-то на том месте, где сейчас останавливаются туристические теплоходы, за лето перевозящие бесчисленные толпы туристов, желающих прикоснуться к древней красоте, на речке Лабуя жил страшный дракон. Ежедневно он облетал свои владения, золотые замки, минареты, бойницы, мосты, сооруженные его волшебным велением. В солнечный день они так блестели, что смотреть на них было просто невозможно. Этот свет слепил глаза, и поэтому местные жители старались не попадать в эти места. К вечеру, когда солнце пряталось за громадины скал, золотистый свет превращался в мраморно-фиолетовый.
И тогда скалы становились настолько мрачными, что наводили страх и ужас на того, кто все-таки попадал в эти владения. Дракон держал в страхе всех жителей Преления, и никто не мог набраться храбрости, чтобы сразить его. Все знали, что живет он в пещере, находящейся на высоте около 70 метров, и поэтому недосягаем. Ежегодно, в момент большого разлива реки Лены, когда солнечные лучи подогревали ледяные скалы, дракон просыпался и требовал от жителей Преления в дань скот, птиц, оленей, лошадей. Для якутов это было мучительное бремя, но поделать они ничего не могли, и им приходилось собирать эту дань и ублажать ненасытную утробу дракона. Однажды дракон узнал, что в одном из дальних селений живет красивая девушка Керек-Ис, дочь знаменитого якутского шамана. Дракон потребовал от якутов отдать ему в жены юную девушку. Жители, собрав все, что у них было, предложили ему взамен огромный выкуп за девушку, но дракон слушать их не стал. Ему нужна была красавица. Тогда шаман вышел к народу и спросил совета. Все молчали. Народ отлично понимал, что шаману очень горько расставаться с любимой дочерью. И тут сквозь толпу народа вышел немолодой мужчина и сказал, что его сын ушел на охоту месяц назад с несколькими такими же молодыми юношами, и через 2 солнца они должны вернуться. Керек-Ис была его невестой. После длительной разлуки влюбленные должны были пожениться. От этого жителям стало еще обиднее и больнее. Никто не ожидал, что выбор дракона будет таким жестоким. Наступила глубокая ясная ночь. В летнее время в этих местах ночь что день. У разгоревшегося костра, раскачиваясь телом то вправо, то влево и пристукивая в бубен, проводил свой ритуал шаман, камлая на одном ему известном языке. Наступали последние минуты его молитвы. Народ в ожидании чего-то им неизвестного стоял вокруг и внимательно наблюдал за происходящим. Вдруг в языках пламени и дыма появилась фигура человека. По очертаниям стало понятно, что это был юноша. В руке он держал большой кинжал. В это время обессилевший шаман упал. Молитва его закончилась. Появившийся образ юноши давал хоть мизерную, но надежду на освобождение дочери шамана. На следующий день Керек-Ис была одета в самое прекрасное якутское платье. Оно было украшено блестящими стеклышками, бусами, а соболиная отделка придавала девушке вид белки. Она действительно была похожа на белку, изящная, хрупкая и очень подвижная. Настало время прилета дракона. Солнце померкло, поднялся сильный ветер. Волны на реке сразу стали такими высокими, что не дай бог какому-нибудь зазевавшемуся рыбаку оказаться в эту пору на реке. Послышались свист и рев, такие громкие, что жители с трудом выдерживали. Но любовь и уважение к своей любимой Керек-Ис не давали им разбежаться с этого страшного места. Чудовище приземлилось неподалеку от толпы. Мощно вдыхая воздух ноздрями, дракон явственно почувствовал человеческий страх и ужас, который испытывали люди, глядя на него. Все дрожали от страха, и только Керек-Ис, гордо подняв голову, медленно подошла к дракону. Красота этой прекрасной девушки взволновала даже дракона. Он обычно испускал языки пламени из своей страшной пасти, но этот раз он замер. Керек-Ис повернулась к народу и отцу, и все поняли по ее спокойному взгляду, что она прощается с ними, но не навсегда. Она ежеминутно помнила о своем возлюбленном, и надежда на скорое свидание с ним придавала ей невообразимые силы. Она подошла к дракону ближе и села на его громадную лапу. Лапа была настолько страшной, покрытой какой-то холодной чешуей, что только в этот момент у девушки промелькнула мысль о страхе. Дракон издал громкий свист, его благодарность народу за такой подарок, и взвился стрелой вверх. Через некоторое время он уже был в своих владениях. Керек-Ис в бессознательном состоянии слуги дракона опустили на золотые носилки и отнесли в прекрасный замок. С этой минуты жизнь девушки пошла в страхе и ожидании. В страхе при появлении дракона, а в ожидании, когда же появится ее любимый Харсунуол. При появлении дракона девушка забивалась в самый дальний угол замка. Он сам приносил ей пищу и питье, но она не дотрагивалась до них, пока дракон не улетит. Для дракона это были самые прекрасные минуты наслаждения.
Он даже забыл ежедневные налеты на наследие якутов и делал это только тогда, когда заканчивались запасы пищи. Через некоторое время с охоты вернулся Харсун Уол со своими сверстниками. Он сразу же кинулся к юрте шамана, но его ждала печальная весть. Большая любовь к прекрасной Кэрэ-Кыыс родила в нем такую ярость и презрение к дракону, что он стал готовиться к смертельной схватке. Жизнь без любимой для него была невозможна. Свои намерения он поведал шаману, и тот согласился с юношей. В одну из ночей шаман, собрав старейшин, прочитал молитву, окропил юношу святой водой, придав ему силы, чтобы тот смог победить дракона. Харсун Уол был готов к смертельной схватке. Тем временем Кэрэ-Кыыс освоилась в замке, стала более нежно встречать дракона. Она поняла, что нужно притвориться нежной и любящей, и тогда она сможет разгадать тайну вечной жизни и изумительного волшебства дракона. Она стала разговаривать с ним, рассказывала о своем детстве, играх с детворой и о молитвах отца шамана. Но дракон воспринимал ее рассказы с усмешкой, особенно когда девушка рассказывала о своем отце. Дракон считал себя непревзойденным колдуном. И вот однажды Кэрэ-Кыыс задала вопрос дракону: «Как ты можешь колдовать, создавая такие замки, поднимая водную гладь высоко в небо?» Дракон не подозревал, что это был коварный вопрос. Ему и в голову не приходила мысль о том, что осмелится с ним сражаться кто-то. И он рассказал девушке, что волшебная сила находится у него в хвосте. Если он потеряет хвост, то потеряет и волшебную силу, и тогда погибнет. Тем временем Харсун Уол приближался к Ленским замкам. Когда он оказался в промойне реки Лабуя, он стал звать дракона. Тот долго не вылетал из своей пещеры, но громкий крик какого-то юноши заставил его полюбопытствовать. Кто же осмелился прийти в его владение и нарушить его покой? Кэрэ-Кыыс тоже услышала голос Харсун Уола. Она с большим волнением стала готовиться покинуть замок, но боялась, что вот-вот появится дракон. Когда она поняла, что дракону не до нее, она спустилась на бусах, которые долго готовила, чтобы когда-нибудь сбежать от чудовища. Оказавшись внизу, девушка, что было сил, побежала к реке. В это время дракон подлетел к юноше. Из его пасти сверкали языки пламени. Вся листва растущих вокруг деревьев полыхала в огне. Вокруг клубился дым, который не давал вдохнуть. Харсун Уол достал свой меч и стал пытаться им наносить удары дракону. Но после первого попадания ударом меча в тело гигантского чудовища Харсун Уол почувствовал тяжесть в ногах. Оказалось, что от ответного удара дракона он по колени вошел в землю. В этот самый момент недалеко раздался нежный и знакомый голос. Он узнал свою возлюбленную. «Попади в хвост! Это волшебное место дракона!» — успела крикнуть девушка. И тут же какие-то силы перебросили ее на другой берег реки. Она окаменела на том месте, где очутилась. Она не могла произнести ни слова. Но Харсун Уол услышал, что крикнула ему возлюбленная, и, освободившись от оков земли, изловчившись, нанес смертельный удар по хвосту дракона. Дракон, издав нечеловеческий рев, от мучительной боли взвился вверх, но не смог даже взмахнуть своими огромными крыльями и рухнул на землю. Все в небе тут же почернело. Золотистые замки, бойницы, минареты, висячие мосты превратились в огромные базальтовые скалы. Сам Харсун Уол превратился в огромную скалу, вросшую в землю. Люди, услышав страшной силы рев, поняли, что Харсун Уол сразил жуткую тварь, и наступила пора их освобождения от волшебных сил дракона. Быстро направившись к тому месту, где была страшная битва, они увидели лишь ту картину, которую мы можем видеть сейчас. Одинокая скала на правом берегу речушки Лабуя и выделяющая скала по образу юноши на левом берегу речушки. Люди сняли головные уборы и низко поклонились этим скалам в память о храбром Харсун Уоле и его любимой Кэрэ-Кыыс, навечно оставшимися каменными изваяниями на разных берегах реки. Память о них, об их беспристрастной любви будет жить в сердцах якутского народа вечно. Долго стоял народ в этом распадке. В тишине и в безмолвии никто и не заметил, как около них возникло высокое, покрытое густой листвой дерево. Это дерево возникло на том месте, где стоял отец Кэрэ-Кыыс, великий шаман. И прозвали люди его «Шаман дерева». А когда стали уходить, то каждый повесил на ветви дерева либо лоскуток материи, либо шкурку зверька. С тех пор в заветных местах обязательно должно расти шаман дерева, а якуты обвешивают его всякими украшениями, дабы не вызывать гнев духов.
Легенды говорят, что охотник, не оставивший на дереве памятный знак, не будет иметь удачи и в охоте, и даже может заблудиться, а то и вовсе пропасть. Вот такая замечательная легенда. Надеюсь, рассказ вам понравился. Прошу вас, как всегда, прожать лайк, подписаться на канал и поделиться своим мнением по этому ролику в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам крепчайшего здоровья. Якутия на связи. До свидания.